Вообще наши ученики Чеченской Республики принимают участие во многих мероприятиях, в том числе и технической направленности. Это соревнования по робототехнике, это соревнования по программированию. И даже наша ученица Алиева Фариза заняла первое место по Северному Кавказу по программированию роботов. Это девочка заняла. Так что это не только направление для мальчиков, но и для девочек. Программирование, оно очень актуально и очень будет востребовано уже в ближайшие годы и в нашей республике. Мы надеемся, мы стараемся, мы идем к этому. Рустам, скажи несколько слов о самой фирме вашей, или как у вас проект называется? Роботцентр — это первая в Чеченской Республике молодежная робототехническая школа, где дети получают знания в области робототехники, программирования, электроники. И для них очень уникальная возможность получить эти знания. И мы делаем так, чтобы сделать максимально доступной робототехнику для наших родителей, для детей Чеченской Республики. Бесплатно обучаются в роботцентре дети-инвалиды, дети-сироты, которые имеют очень большой интерес и очень большое желание обучаться этому, но не имеют возможности. Поэтому мы делаем такие вот проекты и поддерживаем детей такого сектора. Да, это было так. Ребята, Рустам, давай сразу. Ребята, какого возраста к вам могут приходить? В роботцентре дети обучаются с 5-летнего возраста. У нас несколько направлений. Это RoboLab, RoboKid, RoboCode, где дети даже занимаются открытой электроникой, программируют и даже учатся паять. Правильно. Так, и сейчас, секунду. Ага. И куда, допустим, родители могут своих детей привезти или сами прийти? Все лето в роботцентре будет работать летняя робототехническая школа. Находимся мы в Вай-парке по проспекту Кадырова. И вы можете обращаться, приходить на пробные занятия. Мы вас ждем. Есть ли какие-то контакты, телефон, Инстаграм? Есть Инстаграм Роботцентр Грозный, есть номер телефона 8928 38 2 10. Все. Хорошо, Рустам, дал это больше. У нас робот едет по черной линии и без никаких преград. Но сейчас мы с вами будем программировать робота, который должен будет взять кубик или цилиндр и донести его до определенной точки. От точки А до точки Б. То есть мы будем с вами уже использовать целый ряд датчиков. Тут будет использоваться какой датчик? Датчик цвета, датчик касания, ультразвуковой датчик. И несколько этих датчиков мы будем одновременно с вами программировать. Например, эти цилиндры мы должны будем с вами не брать, а их объезжать. Артур, каким образом мы это будем делать? Независимое управление. Включим независимое управление и далее также будем использовать два датчика цвета, который будет определять. Мы делаем с вами обычного робота, обычный робот-эдукатор. Используем с вами два двигателя для перемещения робота и используем средний мотор для того, чтобы делать манипулятор. Обычно какой манипулятор мы с вами делали, который мог брать предметы? Такой манипулятор, как мы видели, нам не подходит. Мы должны с вами научиться делать новый усовершенствованный манипулятор, который сможет брать такие большие, например, объекты и приподнимать их, самое главное. Если мы не будем их приподнимать, то очень сложно будет нам переместить данный объект. Мы будем собирать на базе электромагнитной ДНИ и будем использовать на каждом роботе по 3 датчика. 2 датчика цвета и 1 ультразвуковой датчик. Сейчас мы с вами все разбираем, все распределяем. Ты в роботцентре учишься, да? И чему вас там учат? Нас учат программировать. Мы там сначала собираем робота, потом по инструкции и сами программируем. Так, подожди, слишком. Сейчас, ребят, вот. Чему вас учат в роботцентре? Нас учат программировать, нас учат конструировать. Мы можем по инструкции собирать, мы можем сами создавать роботов.
свои программы делать разные. Еще мы выезжали в разные регионы. Например, Ингушетию мы выезжали и Северную Осетию. Там Участвуя старт есть, там разные соревнования. Например, соревнования, у кого написана лучшая программа, или соревнования по суммам. Ну, роботы когда дерутся. еще есть номинация черной линии. Вот можно запрограммировать робота, чтобы он ехал по черной линии. Если он помощью видит датчика. черную линию, поворачивать может. Но это как вы захотите запрограммировать любую программу. Он может делать что угодно. Ему нужны моторы, там, датчики цвета, ультразвуковые. На меня смотрите. А это сам Цегующий? Как зовут вас? Махмад Фамилия? Умханов. Мамад Умха. Где учишься? 54. В Грозном, в 54-й, да? А ты? Я Гельханов Ленеев, учусь в 60-й школе. В городе Грозный. Все, молодцы, ребят. А что вам дает вот это занятие в этой школе? Развивает моторику. Развивает, бывает очень интересно ходить туда. Каждый день, когда ходим, с удовольствием ходим. Что-то новое узнать. Да, каждый день новая программа, каждый день новый робот, которые бывают такие, которые мы даже еще и не видели роботы. А планы какие-нибудь есть вот на этой теме, в этой теме? Да, на будущее это хорошо для инженеров технических категорий. А вот связано с этим мечта есть какая-нибудь в обоих? Создать собственный проект какой-то. Создать там, собрать так, сначала там какой-нибудь, может быть, мопед, потом со временем, может быть, в автосалоне работать, собирать автомобили. Свои придумывать. Да. Все, молодцы, ребят, давай то больше. Давайте.